Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для рыб. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Четверка чаш выпадает как карта месяца. Это будет начало месяца, это середина и окончание месяца. Хороший такой расклад получается у рыб. Отношения. Десятка пентаклей – это работа, деньги, здоровье и итог месяца. Будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, четверка чаш у нас выпадает как карта этого месяца. А четверка чаш – это у нас карта, связанная с нашими эмоциями, с нашим состоянием психологическим, да, как мы реагируем на других людей, как мы реагируем на жизнь, на информацию, которая в нашу жизнь входит. Здесь мы, конечно, можем воспринимать это с радостью или, может быть, все осуждать, критиковать, не принимать, да, может быть, те перемены, которые сегодня происходят, они как раз что-то новое для нас несут, а мы можем это не принимать. То есть вот, допустим, привыкли к чему-то, потому что четверка – это очень стабильная карта, вот мы привыкли и думаем, что лучшего нам и не надо, а на самом деле жизнь нам предлагает какой-то вариант очень счастливый, и вот желательно это не пропустить, не отказаться от него. Особенно это касается отношений, особенно это касается места жительства, семьи, родителей, детей и так далее. И чувств наших. Кстати, вот эта карта, она еще и творчество наше показывает. Допустим, у нас есть какие-то таланты, способности не раскрытые, да, мы даже не знали, что мы этим обладаем. И вот может произойти так, что перед нами как раз вот откроется какая-то дверь, и мы сможем понять, что в нас есть что-то еще, что мы можем развивать, какой-то талант, который нам в дальнейшем может принести много очень радости и финансов и всего самого хорошего. Начало месяца – это опять же четверка пентаклей, да. Вот, возможно, нам нужно как-то остановиться, нужно отдохнуть, набраться сил. В это время хорошо нужно высыпаться, питаться, как-то укрепить свое здоровье, отложить какое-то количество денег, да. Если у вас до этого был месяц перемен, то нужно обязательно сейчас как-то закрепиться вот в этом состоянии, привыкнуть, приспособиться к тому, что происходит. И вот очень важно эту первую часть месяца набираться сил для того, чтобы в дальнейшем были силы для победы. Видите, у нас в конце месяца выпадает карта «Мир». Это как раз какие-то большие достижения, и они, конечно же, требуют много сил. Да? Так, четверка пентаклей у нас карта денежная, когда могут приходить деньги вообще с разных сторон. Это не только оплата нашего труда, это какие-то выигрыши, это подарки, это может быть вот от семьи что-то может приходить, да? Может быть плата за участие в каких-то конкурсах, соревнованиях. То есть деньги могут приходить отовсюду. И даже, может быть, то, что мы когда-то вложили, может принести какие-то проценты, дивиденды и так далее. То есть очень хорошее такое время, чтобы побыть в какой-то стабильности. Середина месяца у нас выпадает рыцарь пентаклей. Здесь мы уже можем немножко начать тратить свои силы, да, но в любом случае мы здесь еще как бы в таком состоянии стабильности находимся. Мы уверены в себе, мы знаем, что правильно все делаем, что тот опыт, который у нас есть, он нам приносит стабильность и деньги, уважение со стороны других людей. То есть мы здесь медленно, но верно движемся вот к своей какой-то задаче, к своей мечте. И в конце месяца мы ее как раз реализуем. Вот причем то, что мы можем получить в конце этого месяца, это жизнь нашу должно изменить. То есть это не просто вершина, к которой мы идем. Это
ситуация, когда для нас открывается новый мир, новая жизнь, новый круг, новые люди. То есть наша жизнь может в конце этого месяца поменяться кардинально. Это может касаться отношений, да, то есть из-за отношений может произойти или из-за какого-то вот очень важного решения, достижения в карьере. А теперь отношения. В отношениях выпадает десятка пентаклей. Снова для рыб очень важная тема финансов, даже в отношениях. Но десятка пентаклей – это не только деньги, это любая стабильность, это любые материальные приобретения. Очень часто по этой карте приобретается недвижимость или продается недвижимость, да, деньги потом вот как-то все равно на благо направляются, растут, тем более, что вот рядом у нас тоже карта семьи, карта недвижимости, да, вот вполне возможно для рыб будет стоять вот вопрос очень остро, да, и действительно тут большие перемены могут быть у вас в отношениях и в месте проживания. Давайте посмотрим, что ждет тех рыб, которые в поиске партнера. Восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что вы, скорее всего, будете очень много общаться, знакомиться в этом месяце. И у вас, либо, знаете, может быть, с друзьями будете отмечать какой-то праздник, какая-то вечеринка, общаться в группе можете. В общем, там, где много у вас знакомых, да, вы можете найти себе спутника жизни. Может быть, даже у вас будет несколько здесь знакомств, и вы будете выбирать. Для тех, у кого уже есть пара, вот здесь какое-то очень важное событие у вас происходит в паре. Это карта, когда мы очень заботимся друг о друге, когда мы любим от всего сердца, когда у нас нет никаких корыстных побуждений, да, и несмотря на то, что вот у нас десятка пентаклей, денежная карта, то есть мы абсолютно все, что делаем, даже деньги зарабатываем, даже там что-то покупаем, все равно мы делаем это из любви, не ради денег, да, то есть очень тут такие замечательные отношения, очень нежные, романтичные, да, каждый друг к другу очень щедро относится, заботится. Для тех, кто в ссоре, валет пиковый. Ну, здесь смотрите, если у вас уже были отношения, в них есть дети, то вот ребенок может быть причиной для того, чтобы вам помириться, либо известие о беременности, допустим, да. Если же вы, если бы о детях речи вообще быть не может, то тогда это вот, скорее всего, новое увлечение, которое вас отвлечет от партнера. То есть вы сами не захотите, возможно, продолжать эти отношения. Вам хочется, может быть, новых отношений, и, скорее всего, это правильно, потому что карта валет пиковый говорит о том, что в вашу жизнь может войти партнер очень искренний, очень открытый, такой, с которым которому можно доверять, скажем так. Работа. В работе выпадает жрица. Да? Здесь можно сказать, что вы будете очень хорошим профессионалом. Возможно, у вас появится какое-то второе направление в деятельности, второй проект, может быть, которым вы будете заниматься. В общем, что-то новое для вас открывается. Или вы будете работать и учиться. Может быть, это должность какая-то высокая, которую вы займете. Для тех, кто в поиске работы, десятка червовая. Вот здесь могут помогать родственники, друзья в работе, или это может быть работа вот в том же коллективе, где работают ваши друзья. Для тех, у кого есть работа, десятка трефовая, может быть какое-то очень выгодное предложение у вас по работе, да, либо это будет смена работы, либо добавочная какая-то должность, за которую очень хорошо будут платить. То есть вот то, что вам предлагается, оно будет очень даже увеличивать ваши финансы, или, может быть, это будет должность какая-то начальственная, да, или каким-то администратором вас поставят. В общем, что-то здесь меняется. А для тех, кто своим делом зарабатывает, Джокер выпадает. То есть карта, которая говорит о том, что
все меняется и что впереди неизвестно. Но эта карта все-таки выигрыша, это карта как бы более легкого такого отношения к жизни. Может быть, вам даже вот станет проще жить, несмотря на то, что вот перемены такие происходят, да. Может быть, это, так как у нас здесь карта жрица, это открытие второго направления, то есть это не значит, что вы как бы все потеряете и вам надо начинать с нуля. Нет, скорее всего, здесь будет новое какое-то направление, с нуля начинаться, а второе будет работать. То есть у вас прям такая поддержка должна быть хорошая. Уже вот у вас уже есть какое-то направление в делах, да, в бизнесе, и вы его уже освоили. То есть оно вас поддерживает, о нем уже не нужно слишком заботиться, все как бы работает само собой. И теперь можно посвятить себя тому, чтобы вот хорошенечко вникнуть, изучить в какое-то новое направление. И здесь может быть очень хороший выигрыш, успех, да, особенно если это касается каких-то новых технологий, работы через интернет, удаленно и так далее. Теперь деньги, да, финансы. Для финансов выпадает карта старшего аркана Иерофант. Карта очень хорошая для денег. Это, в принципе, карта отражает ценности, да. То есть, либо мы можем покупать что-то важное и ценное для нас, для нашей семьи. Это может быть и вещь какая-то дорогая, или может быть это вот то, что нам жизненно необходимо, а иногда даже эта карта показывает и недвижимость, да, которая будет долгое время нам служить, нам и нашим детям, да, по наследству еще перейдет. Для тех, кто на зарплате, девятка бубновая, но здесь, скорее всего, будет какая-то перемена в зарплате, скорее всего, будет либо закончен какой-то проект, и за него вам сразу заплатят всю сумму денег, или, допустим, окончится работа в одном месте, вам выплатят зарплату, да, а в другом придется еще какое-то время ждать. То есть промежуток такой между деньгами может быть. Или отпуск, допустим, да, были отпускные, потом вы отдыхали месяц, и потом через какое-то время только получите зарплату. То есть может быть вот такой промежуток. А также может быть какие-то эмоции очень сильные по поводу денег. Ну, кстати, вот девятка бубновая вполне может быть как перемена места жительства, допустим, если вот мы говорим о покупке квартиры, жилья, да, то вот может быть у вас как бы деньги и есть, и нет, то есть вы их потратили, вы их вкладываете, да, то есть вы как бы приобретаете что-то, и вроде бы вы становитесь более обеспеченным человеком, более защищенным, да, но в то же время деньги потратили. Для тех, кто зарабатывает своим делом, семерка трефовая. Здесь может быть очень много трат на, может быть, производственные процессы, на коллектив, на зарплату, на мелочи разные, на какие-то новшества, да. А также здесь может быть, ну, может быть, какие-то штрафы даже по семерке трефовой. Да, пока что, может быть, в деньгах не так уж слишком здесь вам повезет, да, но у вас как бы удача в деньгах будет в следующем месяце, может быть, да, потому что карты все хорошие, они говорят о том, что перемены идут к лучшему, да, может быть, в деньгах здесь сложности и потери, может быть, даже вот вы еще не очень разбираетесь в какой-то теме, в каком-то направлении, могут быть какие-то тут ну, излишне потраченные деньги, средства, но тем не менее деньги есть. Да, вы тратите, но они и приходят. Здоровье. В здоровье выпадает туз мечей. Карта для здоровья очень даже, ну, острая, скажем так, да, то есть нужно быть внимательными, одеваться тепло, чтобы не заболеть, чтобы не было никаких воспалительных заболеваний. Нужно обязательно быть осторожными в дороге, в пути и с острыми предметами. Также вот карта может означать и окончание периода болезни, то есть наконец-то кризис там миновал, да, и вот начинается исцеление, излечение. В общем, у вас появляются силы на выздоровление. Либо, если, допустим, человек здоровый, да, то вот
по тузу мечей у вас появляется, может быть, какая-то новая информация, как лучше питаться, как лучше, ну, допустим, как лучше построить свой день и так далее. В общем, сделать так, чтобы ваше здоровье укреплялось сознательно, да. Вот, скорее всего, вы будете прям сознательно этим заниматься, какие-то новые привычки себе прививать, новый здоровый образ жизни и так далее. Какая-то очень хорошая будет идея, которая вам принесет большое благо. И в конце месяца у нас выпадает карта старшего аркана «Отшельник». Это значит, что мы будем очень довольны этим периодом, мы станем намного мудрее, намного более профессиональны, мы лучше начнем разбираться в себе и в других людях. Опять же, вот эта карта может указывать на недвижимость, да, найдем лучший вариант недвижимости, у нас может быть переезд и так далее, и так далее. То есть у нас прям коренным образом меняется жизнь, и для нас это вот как свет в окошке. Мы действительно улучшаем здесь свою жизнь, лучше понимаем себя, выздоравливаем и становимся лучшим специалистом. В общем, все у нас здесь хорошо, и мы вот это чувствуем, да, то есть это старший аркан, это вот удовлетворение от того, что мы делаем. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!